Таджикистане на базе национального интернет-провайдера в тестовом режиме заработал единый коммутационный центр, который обошелся бюджету страны в 50 миллионов долларов. Все услуги связи теперь осуществляются только через него, операторами и интернет-провайдерами. А значит, правительственные структуры смогут напрямую прослушивать все разговоры, контролировать и отслеживать интернет-трафик и выборочно отключить компании и отдельных пользователей по собственному желанию. Коммутационный центр создан якобы для обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Независимые эксперты считают, что без общественного контроля, скорее всего, стоит ожидать злоупотреблений возможностями центра правоохранительными органами. В рамках осуществления оперативно-розыскных мероприятий отраслевое законодательство и некоторые другие нормативно-правовые документы разрешает органам безопасности и правоохранительных структур проводить некоторые мероприятия, но при этом должны были иметь санкцию в установленном порядке у судов. Они должны взять, получать на то и так далее. Но теперь, когда люди живут в состоянии страха, парламентский общественный контроль над деятельностью правоохранительных структур в условиях Таджикистана отсутствует, это дает возможность им злоупотреблять. И поэтому они более шире подходят к этому вопросу и порою по собственной инициативе могут записывать телефонные разговоры или каким-то образом подключаться к сайтам или тем индивидуальным почтам, которые зарегистрированы в Facebook и Mail.ru и так далее, и контролировать ситуацию. И таким образом в этом выражается личная неприкосновенность, которая конституционно гарантирована для граждан Таджикистана. В Ассоциации интернет-провайдеров страны отказались комментировать создание коммутационного центра, однако подчеркивают, что сейчас существование их организации потеряло всяческий смысл. При реализации проекта ни один из провайдеров, за исключением государственного Таджиктелекома, не привлекался. Их предложение властям создать независимый центр на коммерческой основе, что соответствует правилам ВТО, членом которой является Таджикистан, были проигнорированы. Еще в начале этого года в ассоциации говорили об угрозе, которую несет подобный центр безопасности страны. И пока непонятно, насколько ситуация соответствует опасениям экспертов. Это делается во благо информационной безопасности, но возникает вопрос, как это может быть во благо, если мы всех провайдеров, всех операторов службы мобильных привязываем к одной сети, пропускаем через одну сеть. То есть может произойти любой форс-мажор, допустим, хакерская атака на одну сеть Таджиктелекома, и в этот момент пострадают все. То есть мы лишимся связи в целом по стране, мобильной и интернет-связи. С момента создания центра прошло слишком мало времени и нельзя судить о его эффективности, но теперь служба связи, под эгидой которой создан коммутационный центр, может устанавливать, контролировать ценовую политику, что крайне невыгодно компаниям связи и интернет-провайдерам, а это противоречит законодательству страны. Государственный провайдер не входит в пятерку лучших в Таджикистане и, возможно, также стоит ожидать постепенного снижения качества предоставляемых услуг, считают эксперты.